Хочу познакомить генеральный консул. Хөрмәтле Юлия Идаровна, хөрмәтле ханнар һәм әфәнделәр, разрешите засвидетельствовать свое уважение Генерального консульства Казахстана в Казани и от себя лично, и пожелать насладиться атмосферой истории древнего Туркестана и наследием Хаджа Ясави. Сегодняшний проект является для нас очень интересным тем, что мы находим вот эту вот историческую связь между народами России, Казахстана. Это очень приятно, что мы сегодня проводим это мероприятие в Музее исламской культуры Казанского Кремля. И эту первую международную выставку мы проводим в Татарстане. Прекрасные экспонаты, привезенные из Казахстана. Я, конечно, была просто поражена тем, что хранятся такие великолепные тексты. Я, в первую очередь, специалист по текстам и, конечно же, предметы. И вы привозите, дарите нам возможность приобщиться к ним. И мы, конечно, горды, что наш фонд тоже имеет тексты, начиная с XI века, и часть из них тоже принадлежат наследию Хаджи Ахмед Ясави. Нескольких музеев по территории Российской Федерации и за пределами. И сегодня на выставке они представлены вместе. Я надеюсь и глубоко уверена в том, что эта выставка, как многие другие совместные проекты с Казахстаном, найдут своего почитателя. Что очень важно, когда вы открываете выставки, когда вы их привозите, вы делаете еще большую кураторскую работу, которая очень интересна и очень привлекает нашего молодого поколения, а именно школьников. Это выставка, которая уже была упомянута директором Музея исламской культуры, выставка «Золотого человека», она имела большой успех с точки зрения раскрытия потенциала для школьников. Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые участники, гости, организаторы мероприятия. Разрешите вам передать горячий салям от муфтия Республики Татарстан Камиля Хазрата Самигуллина. Общеизвестно, что развитие ислама в нашем регионе, в Татарстане, неразрывно связано с суфизмом. И из источников мы знаем, что первым тарикатом, который это был тарикат Ясавия, который был очень распространен среди местного населения и послужил тем толчком к быстрому принятию ислама татарами. И действительно был настолько популярен и среди народа, хикматы Ахмад Хаджи Ясави передавались из уста в уста, переписывались. И действительно, популярность была такая феноменальная, что даже среди народа ходило такое выражение о видении Мухаммад в Туркестане Хаджа Ахмад. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня действительно очень важное событие с исторической точки зрения, так как Хаджа Ахмед Ясави – это символическая фигура, объединяющая множество народов на нашем огромном постсоветском пространстве. Дело в том, что Хаджа Ахмед Ясави творил в тот период, когда Волжская Булгария здесь достигла своего наивысшего расцвета. А Волжская Булгария – это государство торговое, находившееся на пересечении мировых коммерческих магистралей. Это Великий Волжский путь, Великий Пушной путь, которые являлись частью большого шелкового пути. И, конечно же, в тот период не существовало границ. Город Туркестан в Казахстане – это была та же часть огромного тюркского мусульманского мира, в котором жили волжские булгары и другие тюркские народы. Поэтому не случайно, что поэзия и мудрые произведения шейха, они стали популярными с древнейших времен. Уже буквально в период жизни самого Хаджа Ахмеда Ясави его произведения уже захватили практически весь тюркский мир. Более в другой стране провести выставку, это была наша мечта, давняя мечта. Вот благодаря
Генеральному консульству Ерлану Занову, вот музею-заповеднику Казанский Кремль, Ильнуру Сулейменовичу, коллектив этого музея-заповедника. Ну, всем. И через этот коллектив мы принимаем и отношения руководства республики, даже руководства целого этого государства. Всем огромное спасибо. Потому что через музей, ну я так считаю, что как музей ни одну сферу культуры не может передать ту коммуникацию, которая у нас у народа была. И в музее можно встретить и разные экспонаты, и рукопись, и археологические памятники, нумизматику, да? Она соединяет все это и дает людям со всех граней посмотреть на наши взаимные связи, на развитие человечества. С этой точки зрения мы очень стремимся побольше выставок проводить с нашими братьями по всему миру, не только вот соседние страны, да? Потому что нам нечего делить, вся культура, все развитие человечества, она едино, мы все братья. У казахов говорят: бармасаң, келмесең, жат боласың. Если не будешь ходить в гости друг к другу, да, станешь чужим человеком. Мы не хотим быть чужими, мы должны объединяться, постоянно друг к другу ходить в гости, проводить совместные мероприятия, и в том числе выставки не только такого масштаба, еще более масштабные выставки.